дивный край наш полуденный Урал. Чем только Бог не наделил свою любимую страну. Смотри, перед тобою прямо необозримые, волнующиеся ковырем степи, словно бархатные ковры стелются без конца зеленые луга, разукрашенные цветами, точно расплавленное серебро и золото сверкают воды рек. А посмотри, что позади тебя, там лежат каменные великаны, тянутся и наступают друг на друга горные хребты, покрытые темными лесами. Синим шатром распростерлось небо, и с лазурной высоты глядит солнце. И всею этой благодатной страной владеют свободные башкиры. Они знают, что в горах и речных долинах лежат сокровища, много золота, серебра и драгоценных камней в земле сокрыто. Но не в этих сокровищах богатство народа, а в стадах, косяках лошадей и верблюдов. Из озер не выловить рыбы, мать-земля дает людям все, чего и надо. Это давно было. А теперь чудная степь растерзана железом, горы, когда-то покрытые непроходимым, чуть ли не в самое небо упирающимся лесом, представляют собой гладко выбритую голову современного башкира. Теперь богачами считаются те, у кого сотни голов, да и таких счастливцев очень мало. Немного и таких, у кого десятки и единицы голов скота, но об этом после. Михаил Владимирович Лосиевский, краевед, этнограф, член Русского географического общества. Сама по себе книга небольшая, занимает всего 16 страниц убористого текста на тонкой бумаге. Это больше ознакомительный труд по истории Башкирии и башкир. Половину страницы занимает историческая справка о башкирах. Автор ведет ее с X-XII веков, когда страна носила имя Паскатир и Великая Венгрия. В справочном порядке дается значение слова и племенное происхождение башкир, их типы. Михаил Владимирович достаточно подробно рассказывает о переходе башкир от кочевого к оседлому образу жизни и обо всех сложностях, связанных с этим, об отличиях менталитета номадов и хлебопашцев, о колонизации башкирских земель и вырубке лесов. Во всем чувствуется понимание темы и боль за нынешнее состояние края. Высказывается Лосиевский на тему «Вымирает ли башкирский народ?». Он склонен к точке зрения Никольского и видит прирост населения. Башкиры, дети природы, по своей натуре ему глубоко симпатичны. Лосиевский занимался сбором и систематизацией многих загадок, пословиц и поговорок среди башкир. И вот в этой работе он их приводит, в частности, дается дословные, то есть на башкирском, и дальше идет перевод на русском языке. То есть идет такое, я бы сказал, даже популяризация наших башкирских поговорок, пословиц и загадок среди жителей губернии.